Глава Пенсионного фонда Денис Гулария, гость программы. Узнаем, на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры в следующем году и какая работа для этого проводится сейчас. Денис Тоневич, мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что с нами. Спасибо. Денис Тоневич, начнем, наверное, с последних новостей, с новостей последних месяцев. В этом году пенсии отдельным категориям пенсионеров были увеличены. И интересно, с вашей точки зрения, каким был уходящий год, чего удалось достичь? Вы знаете, мое мнение, конечно, у нас чем больше выплат, тем лучше и радужнее принимают наши граждане, потому что в меру небольших выплат наших на сегодняшний день мы понимаем, но тем не менее я считаю, что в этом году повышение тех или иных категорий выплат у нас были произведены, выплаты с июля месяца, с августа месяца, другие, я поподробнее остановлюсь по каждому из этих повышений, и с октября месяца. Но мы в начале года, к сожалению, не могли прогнозировать, но тем не менее, может, не везде выплаты, повышения не везде такие большие, но тем не менее, это положительная динамика в большинстве, естественно, наших граждан воспринимают положительно, и мы понимаем, и мы тоже, что наши успехи фонда поступления, мы понимаем, что это и благодаря нашим гражданам, те, кто работающих граждан, руководители этих организаций, вместе нам удалось аккумулировать определенные средства, и мы выбрали, естественно, категории, и впредь будем так смотреть и выбирать наиболее уязвимые категории, и в следующем году, надеюсь, что если у нас сохранится такая динамика, и в 2024 году у нас была хорошая динамика тех же категорий, мы смогли увеличить в 2024 году, и в 2025 году еще мы добавили, в 2025 году еще, сейчас я подробнее остановлюсь, это у нас участников чернобыльских событий, это ветераны, участники ВОВ, афганцы, инвалиды Советской армии, это те, которым дополнительно мы в этом году еще мы сумели увеличить выплаты на сегодняшний день. А какая категория наиболее большая по количеству получателей пенсии? Получателей пенсии, это наибольшее количество, это по возрасту, это всегда так было, у нас самое большое количество, получателей, остальные категории поменьше, все по-разному. У нас 39 категорий на сегодняшний день, они были, и в общее количество, так я озвучил, получателей пенсии и доплат получается около 50 тысяч человек на сегодняшний день. Самая большая группа получателей пенсии — это трудовая пенсия, те, которые получают трудовую пенсию. Насколько у них повысилась зарплата, если подытожить различные этапы повышений, которые были? Насколько у них повысилась зарплата, пенсия за последний год? И что вы ждете от Нового года? Повысится ли у них пенсия? Вы знаете, если смотреть так в процентном соотношении, сейчас я буду озвучивать, и не хотелось бы не за то, что это маленькие цифры, а наоборот у нас получается. Вы прекрасно помните, когда у нас по возрасту, которые все они получали 500 рублей. Если там сравнивать даже мы с 2019 годом, если у нас такие, у меня перед собой есть такая таблица, информация, которую мы тоже готовили, то если смотреть с 2019 года, то у нас получается повышение на 350%. У нас вообще мы начинали доплату с 1000 рублей к 500 рублям. Получается, это в виде доплаты наши граждане получали 1000 рублей. И в общем 1500 мы с этой суммы начинали. Но на сегодняшний день, конечно, это не огромные цифры, но тем не менее, это и все другие категории. Если смотреть по возрасту, на сегодняшний день 5000 рублей. На следующий год мы будем думать и вопросы задают. Но я не могу сказать по первому кварталу, по первому полугодию мы будем уже определять, смотреть, рассчитывать свои силы, кому мы сможем увеличивать выплаты.
Те же социальные пенсии, там еще даже меньше, около 200 рублей были выплаты. Сейчас 4700 рублей все вместе с доплатой. Те, которые граждане не получают российскую пенсию. Я о них говорю сейчас. Вот. И вот смотреть, то гораздо вот те же награжденные. Вот мы раньше, у нас гораздо они меньше получали. Вот с этого года, уже с октября месяца, у нас Герой Абхазии получает 8500, награжденный орденом Леона 8000, медалью за отвагу, где наибольшее количество, 7500 рублей. Так что вот так, если смотреть по категориям, вот, то мы постепенно идем по пути увеличения. Те же социальные пенсии раньше. Это те граждане, которые не имеют ни стажа, не работали или по тем или иным причинам не могут подтвердить. У них были выплаты раньше 150 рублей, сейчас 4100 рублей. Ну и все военные наши категории, которые он получает по мере возможности фонда, мы все время увеличиваем. Денис Тоневич, но я всегда в разговоре о пенсиях возвращаюсь к нашему интересному интервью, которое мы с вами записали несколько лет назад. Мы обсуждали то, как вообще формируется пенсия. Мы объясняли нашим слушателям, из чего вообще исходят эти цифры, из каких возможностей государства. И вы тогда рассказывали, что все упирается в то, сколько людей у нас работающих официально, сколько они платят налогов, и вот из этого и формируется наша пенсия. Поэтому, если говорить о том, когда мы сможем приблизиться к прожиточному минимуму, сейчас он составляет около 16-17, 16200, если я не ошибаюсь. Вы знаете, этот вопрос, да, мы каждый раз об этом говорим. Вот у меня есть свежие данные государственной статистики из 144 тысяч работоспособного населения на сегодняшний день в республике, да, у нас официально работают 40 с небольшим тысяч человек. Вот. Получается еще 104 тысячи человек, которые работают. Конечно, они работают, чем-то занимаются. Тем не менее, но они у нас пока не участвуют в формировании бюджета фонда, в отчислениях, нету этих людей. Вот вы представляете, вот у нас 50 тысяч получателей пенсии, пособия, доплат. Через пенсионный фонд мы на сегодняшний день финансируем. И то как бы и выплаты тоже знаем. Вот вы можете смело, если мы учтем еще 2 раза больше людей, как минимум 2 раза больше людей, больше. У нас бюджет удвоится минимум еще может утроиться, да. И на следующий год 1/4 не работает, да, действительно. И вот если у нас повоз на сегодняшний день 5000 рублей выплату, 2 раза еще на 1 раз у нас есть резервы, я понимаю, что мы можем такие деньги выплачивать, но нужно ответственно производить отчисления во внебюджетные фонды. И тогда мы будем получать намного больше, чем сейчас. И я думаю, мы можем и приблизиться к прожиточному минимуму. Я не могу вам это, как сказать, гадать, как на кофейной гуще. Вот цифры — это упрямая вещь. И мы всегда, вот когда вы меня спрашиваете, в следующем году каким категориям будете увеличивать, насколько, я не могу вам точно на это ответить и не буду браться. Мы подытожим за первое полугодие, и мы после этого мы будем вносить предложения в Кабинет министров, естественно, в парламент, президенту, и уже рассчитывать, что мы вот на эту сумму мы можем столько... это зависит от поступления, от остатка, переходящего на следующий год. Как вы слышали, министр финансов на заседании Кабинета министров озвучил, что со следующего года будет повышение заработных плат. Сейчас тоже индексация заработных плат идет нашим бюджетникам и другим организациям форм собственности. Это напрямую влияет на поступление страховых взносов. И если будет хорошее поступление, мы будем аккумулировать и собирать, и смотреть
по мере возможности фонда. Какие будут резервы? Но помимо этого еще ведется работа по выведению из тени части граждан, которые работают по серым схемам. Например, попытки государства установить минимальный размер месячной заработной платы во внебюджетной сфере, да, в коммерческой сфере. Это Да, в тоже коммерческих организациях. до 20 тысяч увеличен этот Да. размер месячной заработной платы, и с 1 января вступает в силу следующего года. Сейчас он на уровне 15 тысяч. Это тоже такая мера, которая позволяет вывести часть экономики из тени, можно сказать. Таким образом, это позволит, на ваш взгляд, увеличить доходы фонда вашего пенсионного? Вы знаете, Или сложно это вообще отдельно посчитать? Это напрямую влияет на поступление страховых взносов. Безусловно, после до этого, когда было увеличение с 5 до 10, с 10 до 15, и сейчас до 20 тысяч рублей. Вы знаете, в принципе, у нас, если смотреть по организациям, у нас, можно сказать, не такие, может, и высокие отчисления страховых взносов фонда. Я не буду говорить за налоги, потому что это не моя компетенция по поводу страховых взносов. Если мы хотим, чтобы получать, на самом деле, наши взрослые поколения, солидарность должна быть поколением. У нас распределительная пенсионная система. Сколько, грубо говоря, мы собрали, столько и мы выплатили, направили постепенно фиксированные суммы. Конечно, это имеет и плюсы, и минусы. Но это то, что повышение фонда заработных плат минимальной оплаты благоприятно влияет по одной простой еще причине. Причин тут много, не только одна. Но вот я как вижу, но наши граждане в летний период или в разных сферах, в принципе, сейчас будут многие скажут, я меньше получаю. Да, есть такие, которые могут и меньше получать выплат, на сегодняшний день. Меньше 20 тысяч зарплата, да, но тем не менее, в сфере туризма сложно. Нету таких зарплат. Они получают гораздо больше. Мы это понимаем, мы это видим. У нас Абхазия маленькая, мы слышим и понимаем. Люди к нам приходят за справками, за тем или иным, по назначению пенсии или так далее. Мы же смотрим, сколько вы получали заработную плату, спрашиваем. Я получал в летний сезон 60 тысяч, 70 и более, а зимний период 40 тысяч рублей. Мы поднимаем эту организацию, смотрим, сколько количество работников. К сожалению, наши не все, конечно, но многие, конечно, скрывают и количество работников, и суммы выплат, и пытаются, естественно, на этом сэкономить. И, конечно, после этого поступление в пенсионный фонд становится значительно меньше. И потом, когда начинают многие люди, к сожалению, не все это понимают, как это формируется, бюджет фонда. Но я хочу сказать, что каждый раз, что это не... Это именно от нас зависит, от граждан, работников и работодателей. Насколько мы ответственно относимся к этим выплатам, отчислениям, настолько и будут у нас высокие выплаты пенсии или пособия. Формула простая. Сколько работает официально людей, это количество и содержит пенсионеров. Да. Сколько заплатят в пенсионный фонд, столько и будет составлять объем денег, которые будут распределяться между пенсионерами. Смотрите, у нас в дальнейшем мы планируем вводить персонифицированный учет на наших граждан, на работников, уже где будем видеть персонально, какие суммы за каждого работника отчисляет организация. И там гораздо будет проще видеть фонду, и количество работников. И я надеюсь на то, что эта мера с вводом персонифицированного учета наших граждан, что поступление страховых взносов еще будет увеличиваться, и наши выплаты тоже возрастут. Но, тем не менее, самое главное, что я понимаю, всегда говорю, я и 5 лет тому назад это говорил, и от нашей работы, от нашего сознательного отношения зависит, что у нас резервы есть. Надо эти резервы. Мы, 5 лет тому назад бюджет пенсионного фонда был менее миллиарда рублей.
В следующем году у нас запланирован бюджет пенсионного фонда. Это не огромный, конечно, сумма, не огромная цифра, но тем не менее для нас она несущественна. 2 миллиарда 300 миллионов рублей с лишним рублей наш бюджет. И я надеюсь, что мы его в следующем году он будет исполнен, и положительная динамика, которая есть на сегодняшний день, на сегодняшние эти года и в прошлом году, и в этом году сохранится, и мы сумеем в следующем году хотя бы со второго полугодия, чтобы вот нас подытожим, и мы будем уже смотреть, кому мы сможем увеличить, а кому нет. Вот это в этой динамике, конечно же, и инфляционные процессы тоже заложены, да, потому что наравне с увеличением бюджета фонда цены на все виды товаров и услуг тоже параллельно растут, и, конечно же, это тоже ощущается. На это пенсионный фонд на сегодняшний день, к сожалению, никак не может воздействовать. Да, это мы понимаем, но есть еще одна проблема, которую вы тоже отмечали, тенденция из года в год увеличения количества пенсионеров по сравнению с количеством работающего населения. Что на этот счет у вас вот в этом году и какие у вас прогнозы? Вы знаете, у нас увеличение именно количества получателей, оно, как сказать, около 49 тысяч человек вот в начале, но она, как сказать, стабильная и вот в этом отношении и убывающая, но резкого роста, увеличения, что я хочу сказать, на сегодняшний день нет. Тем не менее, вот то, что некоторые из категорий, на усиление категории, вот те же инвалиды нашей Отечественной войны народа Абхазии. Самая большая категория – это инвалиды второй группы. Но, к сожалению, по состоянию здоровья многие наши инвалиды со временем, вот очень много таких, они на усиление группы переходят на первую группу. Там значительные выплаты гораздо больше. Но, тем не менее, мы понимаем, почему так получается. Здоровье у людей и время, и возраст тоже, идет. И понимаем, что те ранения, те болячки, которые у них получили во время войны, они усугубляются, и за это на усиление группы. И иногда, знаете, получается, даже если плюс-минус, если не больше, намного выросло количество получателей, скажем, 50 тысяч человек, потребность 100 миллионов, грубо говоря. Но когда идет усиление группы тех или иных категорий в общей сложности, суммы выплат увеличиваются сами по себе, суммы увеличиваются, и иногда вот мы смотрим по выплатам, они значительно увеличиваются, там, можно сказать, незаметно, 1-2, и когда мы видим все постепенно, ежемесячно, когда увеличиваются в тех или иных категориях, переходят на более, как сказать, серьезные группы по заболеванию, это отражается и на пенсионном фонде, на выплатах тоже. Вы сказали о персонифицированном учете, что к этому мы движемся постепенно. Насколько мы продвинулись в этом вопросе? Вы знаете, по поводу персучета, когда меня спрашивали, всегда я говорил и говорю, что когда это нужно было сделать. Это нужно было сделать гораздо раньше, если был бы у нас персучет, у нас более был бы учет налажен на сегодняшний день, и люди видели бы, и было меньше возмущения. Вот я там платил, мне столько же, сколько и тому, кто меньше заработной платы, и мало работал, и для назначения пенсии вообще нужно всего лишь 5 лет, а человек, который 40-35 лет работал и отчисления делал со своей, белой заработной платы, будет получать так же, человек, который 5 лет работал, по тем или иным причинам и может подтвердить стаж, и были мизерные отчисления, минимальные. В принципе, они не будут получать одинаково. Это несправедливо, согласен, но тем не менее, учитывая, что на сегодняшний день у нас еще 100 тысяч людей где-то не участвуют в формировании бюджета фонда, и потом в будущем им не выплачивать, тоже, сами понимаете, это не совсем правильно со стороны государства.
тут, как сказать, есть и плюсы, есть и минусы. Может быть, какая-то социальная напряженность, да, вы это имеете в виду? Но тем не менее, нет, ну получается, если ты не отчислял, не работал, потом в старте ничего не получишь, понимаете? А это тоже не совсем правильно. Вот. И там много людей будут, грубо говоря, за бортом окажутся, потому что они, к сожалению, сознательно, когда в тот период, когда они работали, не уплачивали на это, ну, не обращали внимания, не думали, что старость никогда не наступит, а когда она наступает, они начинают, а почему я так мало получаю? Но многие из них, к сожалению, вообще очень мало участвовали. Или могут вообще не получить? Ну, получать по будет возрасту? социальную, вот, на 5 лет позже. Но, тем не менее, он, получается, вообще никогда не участвовал, и все равно будет получать, понимаете? Это тоже не совсем справедливо. А справедливо будет тем, которые честно работали, честно отчисляли, и у них будет, конечно, гораздо больше выплаты по персучету. Вот, нужно такое, там, естественно, будет такой период, который переходный период, чтобы это было плавно, чтобы людям донести, что нужно делать отчисления, что ты с этих отчислений будешь получать. Вот есть одна базовая сумма, как, допустим, на сегодняшний день, и плюс сверху, если хочешь получать пенсию в 55 лет женщин, как сегодня у нас есть в 60 мужчинам, вот, то надо делать отчисления и ответственно, в белую, и уже будут другие выплаты. Или иметь право выбора. Две системы. Хочешь так, хочешь так. Ну, вы знаете, эти вопросы, как вот они на стадии разработки, согласовываются, там другие вопросы есть, которые, ну, пенсионном обеспечении тоже работают юристы, вот, и над всеми этими вопросами работают, и в ближайшие годы, следующий, я думаю, будет очень решающим годом, когда будет все тестировать, смотреть, и я думаю, в ближайшее время, в ближайшие годы оно будет запущено уже в работу. То есть этот проект закона сейчас обсуждается. Это не просто вот витает где-то в воздухе. Нет. Это все уже, это серьезно. Будем уже запускать. Там уже все сроки уже не раз, не два, к сожалению, они переводились на позднее время. Я думаю, что время уже, там никаких уже резервов не осталось. Будут над этим работать, уже работают и будут уже вводиться. Но по текущему вопросу, если смотреть у нас бюджет пенсионного фонда, я бы хотел тоже, если у нас время есть... У нас немного времени остается, но я думаю, мы успеем. Чтобы мы до конца этой недели, мы все районы наши пораньше, чем в остальные месяца, профинансируем уже в понедельник, вторник, но мы на этой неделе отправим. Ну, там на банковские операции тоже нужно время, и я думаю, наши граждане в понедельник, во вторник все выплаты, которые производит Пенсионный фонд Абхазии за 2025 год, мы все полностью профинансируем. И мы идем, бюджет тоже у нас будет исполнен, и посмотрим еще, какими остатками мы перейдем на следующий год. Это очень для нас важно. То есть есть даже какие-то остатки, которые могут перейти в следующий конечно, год, не просто вы раньше сроков? Ежегодно так переходит. Без этого бы у нас январь месяц по поступлениям очень небольшие поступления, потому что половина месяца, можно так сказать, это выходные дни, и организации, предприятия, сами работники, можно сказать так, в рабочий режим уже можно со второй половины месяца только начинают вкатываться. Ну и, кстати, по персонифицированной пенсии одна из задач от президента к Кабмину — разработать меры развития социальной поддержки, социальной политики, в том числе там речь шла об актах к закону об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Да. И до 15 декабря как раз была задача выработать какие-то механизмы, определить. Там задачи были разные, поставлены Минтруду и Пенсионному фонду Абхазии. Да, те, которые задачи, которые ставил президент, выполняются. Те Пенсионного фонда мы приказы, как должны выглядеть эти отчеты, которые нам предоставляют по людям, мы уже утвердили эти приказами Пенсионного фонда. Над программным обеспечением мы занимаемся работой по персучету. Оно уже, можно так сказать, процентов на 70-80 готово. Вот. И доработки идут, и будет оно все время доделываться, и мы не подведем в этом вопросе. Ну и, как вы сказали, 2026 год будет решающим
покажет время, посмотрим, насколько мы сможем продвинуться в этом вопросе. Денис Тоневич, спасибо, что были с нами в студии. Благодарю. Вам тоже спасибо и с наступающим Новым годом. Всех благ.